Всем привет от Олега. Очередной поход на наш шалаш, который находится на болоте. Сегодня 9 мая, с прошедшим праздником. Так как не знаю, когда этот фильм еще выйдет. В общем, всех с праздником, с Днем Победы. Ну что, сейчас я пойду до шалаша. Буду сидеть и охотиться на вечерней зорьке и на утренней, как и прошлый раз. Это получается где-то до 5 утра мы будем охотиться. Ну, посмотрим, что из этого получится, ребят. Всем приятного просмотра. Два дня у нас, ребят, был снег. Сегодня хоть растаял, остатки. Более нормализовалась погода. Хотя днем было очень ветрено, даже вечером думал, идти, не идти. Но сейчас терпимо. Ветер где-то 5 метров в секунду. Сейчас пока переходил речку, видел связей. Стая уток пролетела. И все, пока ничего не видел. Да и в эти дни, в общем, стрельбы минимум было. С этим морозом и утка как-то обратно на юг, оно улетели. Более где теплее. Да посмотрим, ребят. Сейчас пойдем, ночь пересидим там. Видно будет, сколько уток, в общем, летает, есть или нет. Все ясно будет. Высоко, конечно, летят, но штук 25 гусей там. Вон они. Вдруг услышал. Поднял голову и увидел их. В прошлый раз я возвращался с охоты. Вот здесь прям через гараж прошел. И на смартфон поснимал, как на этом дереве. Ну, если посмотреть, вот с места съемки, буквально 90 метров, наверное, вон на тех деревьях сидел косач, второй вот за этими подсадом, еще 2 штуки, наверное, сидела. Вот буквально вот здесь, рядом от гаража. Даже в комментариях писали, что не может быть, чтобы косач таковал на дереве. Ну, не знающие люди, конечно, могут там написать. Борая птица везде такует, и на земле, и на дереве, и, как сказать, наполовину туловища может по воде там бегать, знаете, в азарте. Вы даже не представляете, какие они, когда они дерутся на земле, им похрен это вода и в болоте там. Ну, блин, это надо увидеть. Интересно. Вот именно вот здесь на дереве и сидел. Второй где-то вот тут. А гараж вот он. Мимо гаража я прохожу всегда. Иду уже по главной дороге. Короче, 2 слова, ребят. Хочу рассказать вот этот. Бродни в прошлом видео я показывал. Сейчас вот я купил. Бродни как бы голень, в общем, ну как... Я не знаю, как плащевка, очень мягкая, даже с резинкой. Это не реклама, не подумайте. Я купил здесь, в Сыктывкаре. Раньше в моих фильмах постоянно вы видели меня в резиновых сапогах. Резиновые сапоги черные, которые хорошо клеятся, там можно моментом заклеить, если там где дырявая будет. И короче, второй раз я одеваю, и мои ноги комфортно себя чувствуют, между прочим. Все хорошо, даже свободное место есть. Я когда покупал, думал все время, ну блин, купил, наверное, чуть-чуть маловато будут. И вот это голень какая-то интересный. Да нет, нормально. Я брал 1800, ну вот с ларька. Скажем, в охотмагазинах что-то говорили 2300 уже.
Но там вот, ну, может быть, чуть-чуть. Он чуть-чуть тяжеловатый. Может быть. Я не знаю. Надо взвесить и сравнить вес этих сапогов. Черные резиновые сапоги и вот эти. Ну и в охот-магазинах там еще, наверное, импортные какие-то подороже. Плюсы может быть, если подороже покупать, надо смотреть вес. Сапоговую одежду, так как очень большую роль играет, если, скажем, тяжелые сапоги, целый день ходить в тайге, тоже ноги устают. А так, по комфорту, он очень удобный, хорошо сидит. Не знаю, вот только рано или поздно все равно какая-то пробоина будет. Как и чем заклеить, фиг пойми там. Там утки плавают, вон кряква. Бля, заметили, ребят. Под выстрел. Сейчас взлетели. Я болтаю, я увидел самочку сперва. Буквально 30 метров от меня. Даже 25. Этот самец хорошо виден был. Как и в прошлый раз с гусями. Такая же картина получилась. Вон они летят. Крупные кряквы. Сидели, блин. Опять уже садятся. Вон. Сейчас сядут. Да, сели. Вон туда, подальше уже, метров 100 от меня. Видите как? Когда много охотников раскидано по болоту, один выстрелит, второй выстрелит, так утки шугаются, перелетают с одного другого места. А так, если я, скажем, сегодня один буду, кряквы просто будут сидеть. И все. Ну вот первых уток я увидел. Даже, думаю, удалось вам заснять. Но они там, вот щели их там сидят. Сегодня манок взял. Духовой манок. Ну, из Китая даже, который заказывал. Ух, сколько вон их, ребят. Штук 50, не меньше. Гуси поперли. Спереди утки 2 штуки, совсем мелкие. С гусями летят, в самом впереди. Нормально. Вот такие дела, ребят. Гуси пошли. Значит, потеплеет скоро. Такой клин, ребят. Очень много гусей идет. Дофига, да больше 50, наверное, птиц было. И 2 утки впереди, самом впереди. Интересно даже. На горизонте появился наш шалаш. Ну, немножко, наверное, подправить придется чучела. Я оставлял с прошлого раза, вон утка взлетела. Я обратно села. Короче, если уровень воды ушла с болота, придется чуть-чуть подправить. О, взлетели еще 2, 3 утки. И сразу же садятся. 3 утки. Ух, еще 1, 2, 3, 4, 5 штук. Еще 5. Вон летят. И сразу на посадку. Буквально. Да, дальше летят. Вон они. Улетели. Но нет, может, ночью еще будут летать они. Факт, что утка есть. Вон еще 2 поднялись. Да. Вон они. Это кряквы, наверное. Вот. Короче, немножко утки есть. Это очень даже радует. Еще 2 возле шалаша. Вон они летят. Крупные. И на посадку сразу же. Далеко не уходят. Ребят, чучела подправлять ничего не надо. Как бы уровень воды не критично. Ну, как и прошлая охота, когда я здесь был. Ну, уровень, в принципе, одинаковый.
бывает резко вода падает, и эти чучела на воздухе, на палках остаются. Да, все нормально. Думаю, будет красивая охота. Все ништяк, как было, так и есть. Сидят. Сидят, никуда не улетели. Там шалаш. Ветер, конечно, здесь немножко дует. Вот. Чером зараз шалаш. Фух. Ой, доски сырые, между прочим. Снегопад. Ух ты. Кулик вообще в упор. Вон он. Чуть не сбил меня, бля. Прям здесь прилетел. Вот, снег, дождь был. И доска цирили. Короче, ветром так. Дождик попадал сюда. Фу, спотел. Надо отдышаться. Передохнуть. Немножко подостыть. И ждать. Просто ждать уток. В шалаше тут немножко чувствуется сырость от воды вот этой. Короче, ниже пола там вода, но все равно отличается воздух. Еще, ребят, установила 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук гусиных профилей. Пускай, чем в шалаше, пускай там лучше будут. Вот кулики кричат. Ну и ветер, видите как. Непонятно, может дождь будет. Что-то тучи такие, похожи на дождя. Дождливые тучи. Вот такой обзор, ребят. Сидим, ждем. Так, сегодня, в прошлый раз я забыл вот этот манок из Китая, о чем я говорил. Может пригодится. Дальше взял еще фонарик. Вот такая фирма. Кому интересно, могу оставить ссылку в описании. Вот такой. Небольшой, на одной батарейке. Еще не пробовал, первый раз взял. Но это сразу тоже приготовлю. Тут у меня банка, чтобы кипятить чай. Ну и все остальное. Может быть, еще ночью, ребят, я включу этот Т2 Pro. Ночное видение. Вот такая штучка. Это ночник. Чтобы все посмотреть ночью, что творится там. Тоже все взял, а что буду использовать, не знаю. Просто для вас, чтобы записать ночной вид этого болота. Ну и там пауэрбанки всякое разное. Провода. Короче, пол рюкзака. Хорошо, что я еще Panasonic не взял. Ну, с одной стороны хорошо, с другой стороны-то плохо, потому что много чего я сегодня видел, вот издалека. Гусей можно приблизить, там показать. Утки взлетали не раз сегодня. Очень много уток, между прочим. Смотрите. Кофе с молоком. В прошлый раз чисто кофе был, сегодня кофе с молоком. Все хорошо. Когда вот ты уже на месте, расслабляешься. На доски сырые, между прочим. Надо еще, знаете, что сюда привезти? И здесь тоже оставить коврик этот. Как же? Туристический коврик. Когда вот лежишь, отдыхаешь на голых досках. Что-нибудь надо привезти на будущее. Самое классное, это вода еще есть чуть-чуть хоть. Для охоты хоть сегодня еще, может, я приду. Что больше уже не будет, но хоть в этой луже еще поохотиться. Ох, гуси, гуси, гуси. Ох, ох, ох. Смотрите, высоко летят. Сколько гусей. Вот Panasonic можно приблизить, конечно, было бы. Да, гуси дернули. И там еще и большой косяк вдалеке. Сотнями сегодня летят. Просто сотнями. Ничего себе. Вот отдохнули, и они рванули сейчас. Прям вот там косяк, там косяк. Море гусей. Просто море. Сейчас я позвоню гусятнику,
который заядлый гусятник. Ему, говорит, мне уже, говорит, надоело, нету гусей, а вон. И прям на него, на его шалаш полетели. А он дома сегодня, между прочим. С гусями и уткой могут быть. Так что не зря пришли. Посмотрим, что из этого получится, ребят. Какая утренняя зорька. Интересная утренняя зорька. Вот это самое главное. Побольше надежды на утро. Да, вот это гусь. Так гусь летит. Ух, ё. Так высоко, я думал, близко летят там. Блять, 2 километра. А звук такой, блин. Думал, тут вообще рядом. Опять гуси, ребят. Даже близко не... Все по высоте летят. Опять штук 30. Даже на наши болота не смотрят. Они где-то переждали погоду. И вот смотрите как. Высоко летят. Стою, скучаю, ребят. Время 19:50. 9 мая. Ну, считай, почти час, наверное, или плюс-минус там несколько минут. В общем, ни одной утки еще не пролетела. Вообще. Только вот гусей я для вас поснимал. Вам поснимал. А уток нету. Вообще не летает никто. 2 раза или 3 раза в той стороне вот слышал выстрелы. И внизу, да, еще 1 раз там. Ниже по течению по реке, если. Одним словом, пока перелетов никаких нет уток. Попал, ребят. Самец. Есть контакт. Фух, далековато сел. Да. От чучел еще дальше сел. Сперва крутанулся, я устанавливал печку, блядь. Интересно так получилось. Один прилетел. Вот он, ребят. Огроменный. Огроменный. Здоровый. Крепыш. В голову попал. Хорошая утка, ребят. Смотрите. Кряква. Хитрая утка.
очень редко попадает. Ну что, ребят, можете поздравить с добычей нас. Вот такая кряква хорошая, здоровая, весенняя кряква, селезень. Попал в голову вон. Ну завтра я еще с утра вам покажу. И в грудину еще где-то дробинка. Далековато, между прочим, было. Ну, наша добыча. Я тут гремел там, короче, печку устанавливал. Шум дагам, короче, трубу. И утка вокруг шалаша там крутанула. И вон туда вот сел этот селезень. Все четко получилось. Сейчас я еще дровишко уже сразу подготовлю. Чтобы как стемнее сразу затопить печь. Завтра как расцветет, ребят. Я территорию немножко изменю для следующего года, где скосить. До этого острова вот справа вообще оставлю участок, срежу. И лучше вот тут, там слева побольше буду косить. Потому что справа мне непривычно стрелять, во-первых. Да, и там редко, когда утка садится. В основном слева он там садится. И вот там, вот как кряква сегодня. Там еще влажный участок, как будто чуть-чуть яма. Короче, чуть-чуть переделаю место для подготовки к будущему году. Вроде так сидишь, блядь, ждешь, уток нету, надоедает. А когда кого-то добываешь, уже начинаешь думать о будущем к следующему году. Начинает темнеть. Время 9 часов уже на подходе. Без минуты 9. Единственная кряква за весь вечер подлетала еще. Ну и еще шила хвост вот где-то. Кюркнул, улетел. Хрен пойми где. Я и не видел даже его. Есть. Самец широконоска. Так и есть. Широконоска. Тоже самец. Вот он какой. Кряква. 2 штуки. Улетели. Ху-хух. Ну вот, ребят, вторая утка. Широконоска. Очень похожа на крякву, но размером меньше. А окрас такой же, в принципе. Хорошая охота с добычей нас. Это добыча. Это уже добыча, ребят.